Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители! В эфире программа «Мой путь» и я ее ведущий Хамзат Хацеев. Сегодня у нас в гостях министр Чеченской Республики по туризму Муслим Батырханович Байтазиев. Муслим Машво, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Все больше и больше в нашей республике появляются туристы, люди из других регионов, люди, которым интересна наша культура, наш быт и наш народ в целом. И в связи с этим сегодня мы пригласили Муслима Батырхановича для того, чтобы поинтересоваться, в каком векторе направляется сейчас данная сфера. Муслим Батырханович, можно ли назвать работу в сфере туризма вдохновляющей и творческой? Ну, вдохновляюще назвать можно точно. Я бы даже разбил на две части этот ответ. Потому что если мы обратим внимание ту работу, которую сейчас проводит глава региона, и то, во что превратился регион за последние годы, то я больше чем уверен, что это действительно вдохновляющая работа. И тот результат, который видит глава нашей республики, вдохновляет его на новые достижения, на новые цели. И следуя его пути, мы точно так же, видя результат своей работы, пусть и скромной, но все-таки вклада в развитие общего региона, видя, что это приносит свои определенные плоды, это создает новые рабочие места, действительно мы этим вдохновляемся, и это позволяет нам находить новые силы для развития нашего потенциала. Вы как человек, который отвечает в нашей республике за данное направление, с чего начинаете свой день? Интересный вопрос. Если говорить про мою трудовую деятельность, то могу сказать, что день начинается с того, что обычно я анализирую те мероприятия, которые будут проводиться в республике, культурно-массовые мероприятия, или же мероприятия, о которых мы, допустим, доселе не знали, и они планируются к проведению в республике, чтобы подстроить, скажем так, туристические потоки, то есть, по крайней мере, под грядущие ближайшие мероприятия. Это если говорить про практически каждое утро. Очень часто сверяю деятельность, скажем так, министерства с поставленными в начале года задачами. То есть я считаю, что промежуточные итоги очень важны, и время от времени есть некий, скажем так, условный рабочий KPI министерства, и время от времени я свожу, скажем так, анализ этого KPI. Вот говоря о туристических потоках, какой потенциал сегодня Чеченская Республика имеет к привлечению туристов в нашу республику? Потенциал огромный. У нас есть все виды развлечений, все виды туризма, кроме пляжного. То есть у нас, к сожалению, нет моря, я, в принципе, часто об этом говорю. Однако отсутствие пляжного туризма компенсируется наличием, по крайней мере, в городе Грозный, Грозненского моря в летний период, и жители республики. Я знаю, часто и туристы, проезжающие мимо, часто останавливаются и купаются в этом водоеме. И опять-таки, если говорить про вообще общее развитие республики, могу отметить очень немаловажный факт, что отсутствие водоемов в большом количестве и нам не мешает, к примеру, на данном этапе развивать парусный спорт. И в рамках этого парусного спорта мы также развиваем, то есть с развитием парусного спорта мы также развиваем событийный туризм. Вот, к примеру, сейчас наша команда, Федерация парусного спорта, наша команда под названием «Ахмат» является первой, то есть лидирует в рейтинге команд по парусному спорту России. России, да? Да, конечно. Мы сейчас лидируем в национальной лиге, и мы заняли первое место в зимней серии. Эта команда занимается парусным спортом? Федерация у нас существует уже, насколько я помню, с 2017 года. В том же году у нас была проведена первая парусная регата. В этом году, как событийное, как раз таки крупное событийное мероприятие, в июне у нас будет проведена детская парусная регата с участием около 90 спортсменов детей со всех регионов России. А в конце июля мы с вами будем свидетелями международной парусной регаты. Какие достопримечательности можно выделить как наиболее интересные для туристов в нашей республике? Это, несомненно, город Грозный, это, несомненно, озеро Кизино-Ям. Кстати, оба эти объекта, назовем их так, вошли в стратегию развития туризма СКФО.
Это, несомненно, ведучий, который набирает обороты, который развивается инфраструктурно и в планах уже, возможно, в конце этого года, в начале следующего, продолжить строительство на северно-ориентированном склоне. Но сейчас могу сказать, что акценты, и мы над этим работали, акценты немножко смещаются с города Грозного, они потихонечку перемещаются в другие районы. О чем я говорю? О том, что, допустим, сейчас и бизнес, и районы сами поняли перспективу от развития туризма у себя на территории. И, к примеру, в этом году и в прошлом году впервые вообще за всю историю, наверное, существования Нажиртовского района там появилось коллективное средство размещения, то есть небольшая база, Ахкитей, которая называется, и то есть строительство, которое было вот в том году. Они сейчас уже функционируют. Вот на днях буквально планируется запустить еще один отель, мини-отель и ресторанный комплекс. Всего этого раньше в Нажиртовском районе, к примеру, не было. Если мы, к примеру, говорим про другой горный район, про Веденский, я знаю, что проектов в сфере туризма в этом году там планируется реализовать около 10. То есть за последний год-два мы видим резкий скачок, резкий возрастание интереса бизнеса к развитию туризма в горных районах. И действительно, это потихонечку оттягивает туристов, то есть он ни в коем случае не оттягивает, но это привлекает туристов из Грозного, а также завлекать начали к себе уже и горные районы, и предгорные районы в том числе. Муслим Батырханович, я знаю, что в нашей республике есть не только государственные проекты, да, которые ведут правительство Чеченской Республики, но есть и бизнесмены, которые приезжают в нашу республику и проявляют желание инвестировать в эту сферу. Частных, конечно, больше. В туризме частных инвесторов больше. Возможно, они, конечно, не дотягивают по объему инвестиций с государственными, но количественно их, конечно, сейчас больше. А как часто получается, что частный бизнес именно через Министерство туризма проходит? Бывает так, что люди перед тем, как запустить тот или иной туристический проект, обращаются к нам за консультациями, за помощью, за советами, потому что они понимают, что министерство анализирует туристические потоки, министерство проводит статистические данные, то есть работает над статистикой, и мы понимаем, вот вы ранее спросили, куда, соответственно, направляется турист. То есть мы понимаем, где он находится, где он концентрируется и откуда его можно перенаправлять. Таким образом, открывая ту или иную базу, допустим, туристическую, или будь то придорожное кафе в Аргунском ущелье или же в Веденском районе, очень часто бизнесмен приходит к министерству и спрашивает, как вы считаете, перспективно ли мое направление, верна ли локация и так далее, и так далее. И мы абсолютно искренне делимся всеми существующими у нас данными и помогаем выбрать, либо поддерживаем, либо объясняем, что, возможно, в этом направлении его туристическая база, ну, к примеру, будет работать удачно в течение ближайших 2-3 лет. Ну и такие варианты тоже, конечно, есть. Кто на данный момент в нашей республике отвечает за то, чтобы выяснять либо анализировать потребности туристов? Те, которые сюда приезжают, люди, они наверняка, у них есть свои потребности и свои пожелания. Есть ли у нас специальные люди, которые отвечают за эту информацию и обрабатывают ее? Да, у нас есть туристский информационный центр. Он существует уже давно. И, в принципе, это как раз-таки, наверное, тот, скажем так, для туристов тот самый орган, который позволяет им оставить информацию, пожелания, может быть, где-то требования даже к властям региона, к властям непосредственно к министерству, к устранению тех или иных, может быть, недочетов, которые, на их взгляд, существуют. Но, как показывает практика, мы, вот уже работая почти, наверное, 1,5 года практически в Министерстве по туризму, как показывает практика, те замечания, на которые делает акцент турист, они у нас находятся в разработке, то есть мы уже над ними работаем. Я скажу откровенно, весь прошлый год мы провели в налаживании сервиса в республике. Муслим Батырханович, обращаясь к статистике, за 2018 год Чеченскую Республику посетило около 150 тысяч человек. Рост посещаемости туристов в нашей республике около 30-35% в год.
С таким темпом может ли Чеченская Республика, по вашему мнению, стать главным туристическим центром Кавказа? Ну, действительно, темпы у нас очень высокие, скажу откровенно. Если не считать те города, которые принимали в чемпионат мира по футболу, те российские города, то темпы у нас действительно очень высокие. Я думаю, что мы один из, наверное, лидирующих регионов с точки именно темпов прироста туристического потока. И учитывая, что тенденция в последние годы идет именно такая, она очень положительная, и в зависимости от сезона действительно у нас получается от 30 до 35%, мы можем превратиться, естественно, в один из крупных туристических центров Кавказа, возможно, и в лидирующий центр Кавказа с точки зрения туризма. Но в этой сфере я уверен, что, учитывая стратегию развития туризма в СКФО, я уверен, что и Министерство по делам Северного Кавказа, и Ростуризму очень важно превратить весь Кавказ в туристический бренд, то есть превратить его в место, куда будет съезжаться огромное количество туристов из Китая, из Европы, из Ближнего Востока. И тогда всем нам, естественно, хватит туристов, да, скажем так, мы их поделим очень правильно. И потому что Кавказ — это уникальное место, на самом деле, и те достопримечательности, которые сконцентрированы в этих 7 республиках Северного Кавказа, они, наверное, уникальны, и на самом деле ни один другой, может быть, регион России не может похвастать таким обилием как географических, таких культурных объектов. А что уже говорить о народностях, которые живут на Кавказе, об их культуре, о традициях, которые, то, что те нематериальные ценности, которыми обладают народы Кавказа, это и есть самый главный наш дар, который мы можем транслировать, мы можем масштабировать. Я больше чем уверен, что многим национальностям мира есть чему поучиться у кавказских народов, и я считаю, что это и может стать как раз-таки таким вектором для развития, опять-таки, туризма на всем Северном Кавказе. Действительно, правительство Чеченской Республики ставит перед собой нелегкие задачи и цели, да? И когда любое ведомство, либо министерство решается выполнять, да, задачи, поставленные главой республики, в первую очередь, наверное, любой руководитель того либо иного ведомства обращается к своей команде. Какой он сотрудник Министерства туризма? Ну, какие требования вы предъявляете своим сотрудникам? И какими качествами они должны обладать? Те сотрудники, которые непосредственно имеют отношение к развитию туризма, я требую от них не ограничиваться должностными обязанностями, а постоянно ставить себя на место туриста и анализировать республику и существующие предложения, турпродукты, инфраструктуру с точки зрения туриста. И вот в ходе нашего общения я всегда жду каких-то предложений, то есть от своих сотрудников я всегда открыт к диалогу, открыт к предложениям. Я считаю, что на данном этапе мы вот этой небольшой командой занимаемся, нам вот поручили, скажем так, отвечать за этот фронт работы, и свой скромный вклад в развитие региона мы вносим на данном этапе. Поэтому я считаю, что очень важно немножко выходить за рамки должностных обязанностей и анализировать ситуацию извне. Тем самым рождаются новые предложения, тем самым рождаются новые идеи, новые проекты, которые и позволяют нам развивать республику, не всегда напрямую связано с туризмом, но косвенно всегда несущие плоды с точки зрения развития туристической сферы. Это и всевозможные спортивные мероприятия, это и всевозможные международные связи, это те обширные контакты, которые мы нарабатываем за последние годы в разных странах, и позже эти контакты действительно обрастают какими-то идеями, и из этого появляется какой-то очень полезный для нашей республики продукт. Это и развитие велосипедной инфраструктуры, это и развитие транспортной инфраструктуры. И все эти вопросы, в которых мы так или иначе принимаем участие совместно с другими министерствами,
в итоге в качественном виде и в количественном, кстати, тоже влияют на туристические потоки. Муслим Батырханович, к сожалению, время нашей программы подходит к концу, и прежде чем завершить нашу программу, мне хочется задать вам вопрос касаемо ваших дальнейших планов, задач, которые вы ставите перед собой в этом году. Мы начали активно принимать участие в международных выставках уже в прошлом году и хотим сохранить эту тенденцию. Мы и будем продолжать участие в крупных форумных и конгрессных мероприятиях. Мы хотим активно заниматься развитием событийного гастрономического туризма в нашей республике. Мы поставили себе цель открыть большее количество представительств туристских информационных центров Чеченской Республики за ее пределами. К примеру, в этом году мы планируем как минимум открыть такие центры в Стамбуле, в Париже, в Берлине и в Берне. И тем самым мы планируем расширить наши международные связи и привлечь большее количество туристов из этих стран. Мы планируем наладить отношения с Китаем за счет, может быть, реализации прямых рейсов и создания городов-побратимов с городом Грозный. В этом направлении мы работаем с мэрией и с Министерством транспорта и связи. Мы хотим развить и привлечь большее количество туристов с Ближнего Востока, то есть развить это направление, южное направление. И если говорить про, это я сейчас говорю про въездной туризм, если говорить про внутренний туризм, то мы начали делать акцент на существующую инфраструктуру в горной местности и за счет сотрудничества с руководителями этих комплексов, к примеру, и в Видучи, и на Кизиной-Ам, за счет более гибкой и лояльной политики мы хотим выстроить такую систему, которая позволила бы местным жителям чаще посещать эти места, чаще выезжать в другие районы и, соответственно, погружаться в свою, скажем так, в красоту своей земли, в свои традиции, культуру. И за счет этого я больше чем уверен, что люди становятся амбассадорами, скажем так, развития, распространения информации о туризме за ее пределами. Потому что люди, посетившие озеро Кизиной-Ам или посетившие Нихалойские водопады, Видучи, Биной, они возвращаются домой, рассказывают об этом своим соседям, друзьям, знакомым. Они буквально как вирус распространяют эту информацию. И в связи с этим мы, конечно, будем прилагать все усилия, чтобы привлечь именно местных жителей и вытащить их за пределы своих домов, показать им красоту наших гор. Ну, я могу сказать, что тенденция в общем в этом направлении очень положительная. Люди на самом деле все больше и больше начинают путешествовать. Я сужу по статистике бронирования тех же как раз таких туристических объектов, которые в последнее время говорят о том, что очень трудно уже забронировать домик или там номер в отеле, потому что местные жители начали путешествовать. Статистика говорит за себя. Да, статистика сама за себя говорит, и мы считаем, что это очень положительный знак, что наконец-то то, к чему нас вел и о чем говорил Рамзан Ахматович, о том, что мы должны любить свою землю, ухаживать за ней и быть достойными ее сынами, вот сейчас реализовано, и Рамзан Ахматович создал все условия, чтобы и местные жители, и приезжие жители путешествовали по нашей республике, получали удовольствие, и каждый мог найти для себя что-то новое и что-то интересное. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли сегодня время поучаствовать в нашей программе «Мой путь». Сегодня наши зрители узнали, каков он путь Муслима Батырхановича Байтазиева, министра Чеченской Республики по туризму. И хочу вам пожелать попутного ветра, успехов и удачи, и всей вашей команде, конечно же, тоже. Дал это бой. Спасибо большое.